опять снова во всеоружии и снова вступаем вот в такую фазу борьбы активной с ковидом. Коронавирус не сдает позиции. Третий этап снятия ограничений в регионе продлен. Чем обусловлен рост заболеваемости и какова статистика? Тему обсудили в правительстве. Рак излечим, доказала 90-летняя Пятимат Аушева. Как она победила онкологию спустя 10 лет, что помогло. Ее история болезни и излечения смотрите в этом выпуске. У нас не было цели выиграть его по борьбе, у нас была цель выиграть его во всех аспектах. Сегодня встречали победителя турнира UFC Моусера Евлоева. Чествование бойца прошло во дворце спорта «Магаз». Чтобы этим делом заниматься успешно, для этого необходимо, конечно, любить свою родину, свой край, любить вообще людей в целом. Комфорт и доступность – принципы успешного хостельера. А гостевые дома в предгорных селах улучшат туризм. О развитии гостиничного дела говорили в ДК «Галашки». Все воруют, люки канализационные. Ходить и ездить по улицам городов региона становится все опаснее. Орудуют воришки люков. Как с ними борются? На телеканале «Ингушетия. Новости 24». Здравствуйте. 31 июля в Ингушетии объявлен выходным днем. Такой указ в связи с празднованием Ид-аль-Адха Гурб подписал глава республики Махмуд Али Калиматов. В день празднования региональному МВД рекомендовано принять дополнительные меры для обеспечения правопорядка и общественной безопасности на территории республики. COVID-19 не сбавляет натиска. Статистика снова идет по нарастающей. 5635 новых случаев выявлено в стране за сутки. Всего по официальным данным коронавирусом в России на сегодняшний день болеют 818 120 человек. Выздоровели более 603 тысяч. В списке жертв порядка 13 360 человек. В том числе и 73 жителя Ингушетии. В регионе за сутки, по данным Оперштаба, выявлено 27 заболевших. В общем списке теперь 3605 человек. Выздоровели 2817. Третий этап выхода из режима самоизоляции в регионе переносят на 14 дней. Таково время инкубационного периода инфекционного процесса. Это решение принято на совещании в правительстве под председательством премьер-министра республики Владимира Сластенина. По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по региону Зары Гетагазовой, целесообразность переноса запуска третьего этапа обусловлена неустойчивостью текущей ситуации. Период временного спада заболеваемости сменяется относительным ростом. Рост заболеваемости отмечается сейчас у нас в республике, относительно рост заболеваемости. Какое-то время у нас были такие спокойные недели, когда выявляемость дошла до 8, 8, 10, то есть мы надеялись, что уже процесс пошел на спад. К сожалению, сейчас опять мы наблюдаем рост показателей, которые являются основанием для перехода на следующий этап. Снятие ограничений – один из самых важных показателей – это коэффициент распространения инфекционного процесса РТ. Если он равен единице, это означает то, что каждый заболевший приводит за собой одного заразившегося от него контакта. Для того, чтобы мы пришли на третий этап, нам нужен этот коэффициент 0,6. То есть тут получается, что от двух заболевших у нас будет только один контакт. То есть эпидемия идет на спад, если судить по этим показателям. Сейчас у нас этот показатель перескочил за единицу. Последние несколько дней он у нас 1,2. Даже за единицу? Да, уже за единицу перескочил. Единственный фактор, который сейчас мы отслеживаем, это, конечно, такие массовые мероприятия. Похорон у нас, к счастью, уже не так много стало. Вот основное идут свадьбы. Это отложенные свадьбы с того периода, когда была высокая заболеваемость. Многие отложили свои свадьбы. И вот у нас июнь, особенно большая нагрузка в августе идет. Идут массовые свадьбы со всеми причитающимися там разными мероприятиями праздничными. Вот здесь вот тоже особая просьба обратить на это внимание. Свадьбы проходят дома. Вот на прошлой неделе у нас шел большой рост заболеваемости по ИК-ЖО. То есть там прослеживается явно вот этот вот бытовой уровень.
либо недостаточно моются посуды, либо обслуживание гостей привлекаются больные или носители. То, что само население не соблюдает какие-то элементарные гигиенические требования, это уже всем понятно. Но это ясно, понятно, что есть какая-то эмоциональная усталость от этой ситуации всей, но тем не менее успокаиваться еще не время. Заболевание тяжелое, тяжело протекает. Сам этот возбудитель отнесен ко второй группе. Чтобы было понятно, я вам объясню, всего эпидемиологами, инфекционистами все возбудители инфекционных заболеваний и вирусы, и бактерии, они разделены на 4 группы. Вот новый коронавирус, он отнесен ко второй группе, потому что существует определенный процент летальности этого заболевания. То есть выше в первой группе, это, чтобы вам было понятно, это натуральная оспа, чума, сибирская язва. То есть вот такие страшные заболевания. А новый коронавирус отнесен ко второй группе. То есть заболевание специалистами расценивается как очень серьезное, и относиться к нему надо соответственно профилактике этого заболевания. Поэтому, учитывая все эти условия, у нас по предварительному плану третий этап был запланирован на 15 июля. Мы один раз уже обратились в правительство с тем, чтобы отложили на период инкубации на 14 дней, и правительством было принято такое решение. Сейчас тоже мы считаем, что переход преждевременный. В любом случае, сейчас у нас конец месяца июля, считаем необходимо выждать еще один инкубационный период. Там дальше уже будем смотреть, если у нас показатели будут складываться таким образом, вся эпидемическая ситуация, что переход на третий этап возможен, то мы в краткие сроки подготовим эти предложения и направим и в Федеральную службу, и в правительство республики. Пока такой ситуации не видим. По мнению всех присутствовавших, складывающаяся обстановка является результатом несоблюдения противоэпидемических мер. В Минздраве Ингушетии также подтверждают, эпидситуация в республике остается напряженной. По словам министра здравоохранения, несмотря на отмечающуюся положительную динамику по снижению количества госпитализированных пациентов и необходимого коечного фонда после временного спада, в последнее время зафиксировано увеличение госпитализированных. Хотелось бы особо отметить, что тенденция такая: поступают ковидные беременные женщины. У нас две молодые первородящие женщины лежат в Сунжской больнице. Обе 30 недель и 34 недели. Я, извините за подробности, но это важно, потому что первородящие женщины, которые из-за того, что у них поражение ковидом легких более 80%, по жизненным показаниям мы делаем преждевременное родоразрешение. Да, детишки сохранные, но маловесные, килограмм 200 еще. Это очень долгое выхаживание, это очень много проблем у ребенка. Дальше мама, одна вот сейчас снята с аппарата искусственной вентиляции, другая находится, очень серьезная. Но, конечно же, это телеконсультации с Москвой, конечно же, это очень мощная такая поддержка врачебная. Но мы не боги, понимаете, страшно, 80% поражения ткани легкого, это страшно звучит. Болезнь высоко контагиозна. И вот сейчас то, что стали, и вчера вот еще одна женщина поступила, тоже молодая, беременная, привезли, но там больше срок плодоношенности ребенка. Дети, 13 детей в больнице, из них 2 на аппарате искусственной вентиляции легких, вот одного мы сегодня постараемся снять, уже нам показывают такие положительные показатели, но это очень плохо. И в стационар поступают люди уже более молодого возраста. У нас вот одна женщина умерла, 50-го года рождения, молодая женщина, зрелая, такая хорошая женщина, которая обратилась поздно, продолжается позднее обращение. Несмотря на то, что мы ежедневно, каждый день и по интернет-ресурсу, и по телевидению мы говорим о том, что при первых признаках, пожалуйста, обратитесь к врачам. Врачи знают, как лечить, что-то подскажут, что-то сделают. Необоснованно назначают себе самолечение, антибиотики, противовирусные препараты, загоняют болезнь куда-то глубоко. И уже в тяжелом состоянии, когда немедленная нужна кислородная поддержка или, не дай бог, уже искусственная вентиляция, они поступают в стационар. Очень жаль, цифра и летальности растет, хотя не так стремительно, как было во время вспышки подъема, но тем не менее это очень тревожные тенденции. И я, честно говоря, мы вот и центры профилактики, и центры здоровья, мы прямо выпустим их всех опять с листовками.
с баннерами, будем призывать их очень активно, потому что мы немножко расслабились, там у нас было 145 человек, а сегодня 185, вот сравните. И, в принципе, пока я ничего хорошего сказать не могу, кроме того, что мы опять снова во всеоружии и снова вступаем вот в такую фазу борьбы активной с ковидом. Депутат Госдумы Алихан Харсиев оказал финансовую помощь врачам Сунжунской районной больницы. Они относятся к категории медработников, которые не попали под постановление федерального центра 415 и 485. То есть им не полагались стимулирующие выплаты за работу с больными COVID-19. Материальную поддержку при содействии благотворительного фонда Ади Ахмад депутат оказал более 200 работникам Сунжунской больницы. Второй-третий день уже начали осуществлять эти выплаты. Сегодня мы находимся в Сунжунской районной больнице, куда уже начали поступать уже средства на счет врачей, медицинских, младшего персонала, санитарок, лаборантов, медоператоров, ЭВМ, техников, водителей. И мы сейчас уже приехали убедиться, что эти выплаты действительно дошли до адресатов, что они получили свои выплаты. Напомню, по закону выплаты во время карантина полагались врачам, которые находились в особой группе риска. Однако не все медработники с таким постановлением были согласны, ведь в период пандемии они также несли дежурство на работе. И такая поддержка для них стала приятным подарком. У нас есть количество сотрудников, которые действительно работали и сейчас работают, но в те постановления 484 и 415 мы туда не входим в это постановление. А сейчас мы получили денежные выплаты, нам очень это приятно. Большое, огромное спасибо Алихану Харсиеву, что он отметил нашу работу. Это, конечно, наша работа, она является, естественно, это понятное дело, но все равно, что оценили наш труд, нам очень приятно. Рак излечим. Это доказала героиня нашего следующего сюжета. В свои 90 лет Петимат Аушева победила онкологию. У бабушки почти 10 лет была меланома, рак кожи, поразивший ткани вокруг глаза. На операцию она долго не решалась, но после того, как по национальному проекту здравоохранения удалось закупить дорогостоящий препарат, Петимат все-таки дала согласие начать лечение. Оно продолжалось несколько месяцев. Результат благоприятный. Как встречали победившую страшный недуг бабушку дома, расскажет Светлана Томова. Сейчас все худшее позади. Последние минуты перед выпиской и краткий инструктаж от лечащего врача. Петимат Аушева не верит тому, что в свои 90 лет смогла победить эту коварную болезнь – базально-клеточный рак кожи. За 10 лет она обращалась ко многим врачам, но боялась, что не выдержит операцию. Бабушка и дальше жила бы с этой мукой, если бы в один день ее не повезли к доктору Идрису Хабриеву. خي تجينوي أقص تحملك أزرسون سملك تجير خي هماج أورصوت يعني جت القارش بخشير صوص سبعج مو برجع صوص عياش سي داش عشتي كزجج أفراتي تي إحنا وش درد حج دبي إلر حياقي إلر أذكر أن حياته أز أفراتي تي تريل صياج داتي اشت ازدي حج دوي وشت درب حج قصة отсил сейдоль до дохтер. За свою жизнь Петимат Аушева смогла увидеть войну и пережить депортацию. Муж умер давно, бабушка осталась совсем одна. Правда, за нею всегда присматривают родственники. Оказавшись в этой больнице, делится бабушка Петимат, врачи окружили ее заботой и отнеслись словно к родной матери. خسخت شو نه تقل خس بخیر یه مرگش دال قیبل بیادر یه دال میاش فوتو بادر اولی ایداق دارش بلورش سون زمیگی خاندن قزات اولی ایداق دیان اولی ایداق دیت سر حمید شادوت سوزلزر حالی خیت سر حمید اسبکویت دیش خودش دقصدق اولی ایداق. По словам врачей, случай Петимат Аушевой был непростой. Им пришлось применить уникальное химиолучевое лечение. По нацпроекту здравоохранения удалось закупить дорогостоящие препараты, которые в итоге дали 100% результат.
Активное лечение у нас продолжалось около 6 месяцев. Это было 4 цикла самостоятельной лекарственной терапии и 1 цикл, совмещенный с лучевой терапией. Тоже уникальная методика комбинированной химио-лучевой терапии. По данным наших коллег и по данным литературы, эффективность при применении данного метода лечения составляет около 50%. У половины случаев удается достичь результата, у половины случаев некий контроль над заболеванием. В нашем же случае, вот и уникальность нашего случая заключается в том, что мы сумели добиться 100% результата. Опухолевая ткань отступила на 100%, и остались на сегодняшний день такие легкие воспалительные изменения в виде конъюнктивита. Всего бабушки провели 4 цикла химиотерапии и 1 цикл химио-лучевой диагностики. В течение 6 месяцев продолжалось лечение. Сейчас все уже позади, отмечает Идрис Хабриев. Все, что остается теперь делать врачам, это наблюдать за динамикой. Мы своих пациентов делим на клинические группы диспансерного наблюдения. И 3-я клиническая группа говорит, мы включаем в эту группу людей, которые мы излечиваем из злокачественного образования. В данном случае наша пациентка находится именно в этой клинической группе, и согласно протоколу 1 раз в 3 месяца она приходит на контрольные осмотры. После больницы бабушка Битимат спешит к себе домой. По ее словам, дома и стены лечат. К ее приезду родственники накрыли стол, а обслуживать гостей намерена сама хозяйка. Битимат Аушева отмечает, что любит самостоятельно вести хлопоты по дому. Рамздич сулхайсик ардох. Халахани зрение дикахани бачсиды бенап. Корт сацап тылазыш. Мацидуахам та уборка хама сейвашта хедвал. Абехам цудутрет. Сейхурдя ильдили хамаду. Сумхосхет ончваш. Пока Битимат Аушева время от времени должна наблюдаться у специалистов. Впереди ее ждут реабилитация и знакомство с новой жизнью. Ведь вылеченный глаз снова стал видеть. Золотые руки врачей в буквальном смысле подарили бабушке Битимат вторую жизнь. А сами медики не устают повторять. Чем раньше будет выявлена онкология, тем больше шансов успешно ее вылечить. Светлана Томова, Адам Далаков. Новости 24. В регионе возобновляют финансирование расходов социального характера. Такое поручение дано главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым и председателем правительства Владимиром Сластениным. Необходимость поддержки населения в условиях пандемии и своевременные социальные выплаты – одна из приоритетных задач для руководства республики. Возможности для реализации этих целей были изысканы Министерством финансов в кратчайшие сроки. Так, на ежемесячные денежные компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан выделено почти 366 миллионов рублей, а для поддержки детей-сирот за первое полугодие текущего года выделено 20 миллионов. Могу сказать, что касается региональных льготников, а это прежде всего специалисты села, это учителя, медработники, они действительно за 2020 год, компенсация за услуги ЖКХ они получили своевременно, как положено, в соответствии с действующим законодательством. Что же касается задолженности за 2019 год, она была серьезная, начиная за январь они получили, от февраль, март, апрель, май и так далее, по июль месяц была задолженность. Сегодня я могу определенно сказать, что деньги на это выделены и выплаты уже начались. То есть вся задолженность по компенсации оплаты ЖКХ для сельских специалистов, эти деньги нашлись, потому что была проведена огромная работа по экономии бюджетных средств. И сегодня можно сказать, что эти вопросы решаются. Также это касается компенсации родительской платы за детей, которые посещают детские дошкольные образовательные учреждения. Очень неприятная была ситуация с тем, что за прошлый год, за летний оздоровительный отдых детей, многие предприниматели, а также учреждения, которые занимались летним отдыхом, это 4 стационарных лагеря, оказались без выплат. Поэтому вот эта кредиторская задолженность,
она присутствовала сегодня. Можно сказать, что вот сейчас эти вопросы решены, и где-то порядка 3-4 миллиона, это кредиторская задолженность, она тоже будет выплачена. Большим удовольствием я констатирую то, что та задача, которая поставлена главой, она выполняется правительством, и дальше будет сделано все возможное, чтобы таких вот задолженностей не образовывалось, и все обязательства социальные республикой выполнялись успешно в срок. В республике сегодня встретили бойца по смешанным единоборствам Моусара Евлоева, который накануне одержал 3-ю победу в UFC в полулегком весе. Ему противостоял британец Майк Гранди на турнире в Абу-Даби. Чествовали бойца во дворце спорта Магаз. Спортсмены, друзья, поклонники Моусара поздравили его с очередной яркой победой. Подробности в сюжете. С новой победой в родные края. Еще пару дней назад Моусар Евлоев, непобежденный боец UFC, держал в сильном волнении не только заядлых фанатов ММА, но и всех остальных жителей Ингушетии, неравнодушных к спортивным достижениям своего земляка. А сегодня, принимая поздравления и слова поддержки, он в своей скромной манере отвечает на вопросы собравшихся. Самый основной и волнующий из них, почему он все-таки не перевел противника в партер. Это был план на бой, который мы разработали под этого соперника, так как соперник является чемпионом Европы по вольной борьбе, и смысла с ним устраивать борцовскую схватку по вольной борьбе не было, потому что у нас не было цели выиграть его по борьбе, у нас была цель выиграть его во всех аспектах, и поэтому в итоге 3 раундов выйти победителем. Вот, и это была наша цель. Волнение болельщиков хоть и оправданы, но нужно признать, Моусар знал, что делал. Ничего другого, кроме как ударная техника, нельзя было противопоставить многократному чемпиону по вольной борьбе Майку Гранди. Попытка провести удушающий прием нашему земляку в начале 1-го раунда не увенчалась успехом. Короткими джебами, хлесткими и грубыми ударами ног Моусар заставил британца сбавить обороты. Рассечение, появившееся позже под глазом Гранди, могло бы решить исход всего боя досрочно. 16-2 по значимым ударам в пользу Мавсара Евлоева, то есть Гранди в партере при таком количестве эпизодов не смог, в принципе, нанести ни одного удара, только контролировал и пытался задушить. Единогласным решением судей все 3 раунда отдают в пользу ингушского бойца. Уже после поединка было очевидно, что британец находится в полной растерянности. Его просто шокировало то хладнокровие, с каким Моусар выходил из опасных ситуаций. Паника, как мы знаем, не помогает в таких ситуациях, так что делал все по плану, делал все по принципу выхода из таких положений, и все получилось. В принципе, я доволен так. Было бы намного интереснее, если бы, конечно, получилось завершить бой досрочно, но получилось как получилось, и в любом случае результат, я думаю, неплохой. 13-я победа в копилке бойца из Ингушетии. Непобежденный боец UFC Моусар Евлоев, констатируют спортивные комментаторы поединка. Победа Моусара над самым серьезным соперником в его небольшой карьере UFC – это бесценный опыт и для него самого, и для его команды. Сулейм Евлоев, старший брат спортсмена, он же его спарринг-партнер, рассказывает о том, как и в каких условиях проходили тренировки. Из-за этой пандемии там залы закрывались. Мы 8 раз тест сдавали из-за этой пандемии. В зале, если у кого-то обнаружит коронавирус, приходилось всем залам проходить проверку на вирус. И в связи с этим нам приходилось тренироваться в гостинице, в номере. Так тренировки не пропускали, работали. Просто было намного сложнее подготовиться к бою. Последние 2 недели тренировались только в номере гостиницы. Из общения с Моусаром становится ясно, что российский спортсмен на пути к чемпионскому поясу останавливаться не собирается. Наоборот, намерен наращивать темп. В полулегком весе ему вполне комфортно. Выйти в октагон уже в следующий раз наш земляк намерен с бойцами из топ-15 UFC. Михаил Тангиев, Адам Мережков, Магомед Шаухалов. Новости 24. Комфорт, доступность и гостеприимство – главные принципы успешного хостельера. О развитии гостиничного дела говорили в Доме культуры «Галашки». На встрече, организованной Комитетом по туризму, затронули возможность создания и продвижения гостевых домов в предгорных селах региона. Спикеры детально рассказали о нюансах этой профессии и ответили на интересующие вопросы слушателей. Хава Гагиева тоже присутствовала. Решили, зарегистрировались, теперь
с этого момента мы можем собирать документацию, которая необходима, опять же, для легального функционирования вашего хостела. А еще требования к помещению, квалифицированность персонала и комфорт для постояльцев – 3 самых главных правила ведения гостиничного бизнеса. Мурат Мальсагов в своем докладе рассказывает о мудростях профессии хостельера на личном опыте, открыто и без преувеличений. Развитие гостевых домов – дело чуть ли не всей его жизни, и о том, как начать, знает немало. Я считаю, главное условие, чтобы этим делом заниматься успешно, для этого необходимо, конечно, любить свою родину, свой край, любить вообще людей в целом. Люди, которые к тебе приезжают, не надо на них смотреть как на какой-то источник дохода, которого там обязательно нужно вытрясти побольше денег, а нужно стараться, не обижая себя, конечно, зарабатывая на этом, но в то же самое время человеку нужно давать то, что он хочет, для чего он приехал. Нормы, стандарты, юридическое оформление и маркетинг. На семинаре, организованном Комитетом по туризму, обсуждали все пункты для благополучного создания и продвижения гостевых домов на территории предгорных сел Сунжинского и Джайрахского районов. Докладывали по теме семинара представители сообщества, которые не первый год работают в отельном бизнесе. Наша задача сегодняшняя была свести наиболее опытных игроков нашего туристического рынка с теми, кто проявил интерес и потенциальное желание задуматься над созданием гостевых домов и о дальнейшем их продвижении. Предгорная и горная Ингушетия – это отдельный мир, где древность и цивилизация почти не пересекаются. Коллаборация архитектурных памятников и живой природы вызывает немалый интерес у туристов. В общем, спрос рождает предложение. Насчет гостевых домов. Почему с них начали? Потому что они самые доступные для людей. Это возможность заняться бизнесом своими силами. Только гостевые дома передают самобытность, историю, и гостеприимство народа. Потому что гостиница, она более такая отдаленная от услуг, которые мы предоставляем. В зале нет случайных людей, все в той или иной мере планируют заняться бизнесом. Каждый слушатель подчеркнул для себя самое важное. К примеру, Идрис Боров убедился, что открытие гостиничного дела не только прибыльно для самого хозяина, но также способствует развитию туризма в регионе. Много нового, интересного сегодня было услышано. Эта информация возьмется на заметку, и мы постараемся ее в работу как-то пустить, эту всю информацию. Но для этого нужна поддержка, естественно, и от властей, и финансовая, и так далее. Что интересного вы для себя? Открытие гостевых домов, как принять гостей. Само по себе это у ингушетов в крови. Это просто как преподнести, как достучаться до людей и привлечь их. Республика Ингушетия у туристов давно ассоциируется с величественными горами, вековыми башнями и уникальной природой. Поэтому развитие гостиничного бизнеса именно в горных районах станет идеальным вариантом. И хоть сейчас для нашего региона многие термины и понятия в сфере туризма непонятны, однако то ли еще будет. Хава Гагиева, Магомед Шаухалов, Новости 24. Выставочная ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства прошла в Назране. Городская аллея превратилась в музей под открытым небом. Книги, поделки, сувениры, картины. На многочисленных стендах результаты трудов народных умельцев. Посетители впечатлились экспозицией, в их числе был и наш корреспондент Харун Аздоев. Выставка представляла собой передвижную галерею с 25 демонстративными платформами, расположенными по обе стороны аллеи, ведущей к администрации Назрани. Всего посетители увидели порядка 500 творений 61 автора. Войлочное искусство приковывало взгляды посетителей выставки. Знакомятся с ингушской самобытностью и гости из других регионов, как, например, эта семейная пара, которая приобрела одну из работ за 15 тысяч рублей. Юная мастерица Мадина Газгириева тоже представила публике свои творения. И, по словам девушки, залог успеха прост. Это наш первый ковер. Было не очень сложно, но мы много труда вложили в растительный орнамент на нем, обратной раскладкой. Валяли 2-3 недели, и результат. Среди 2 дюжин столов, на которых экспонировались
Произведения современного искусства достойное место заняли произведения литературы. Участники, вдохновленные идеей выставки, представили книги, знакомящие читателя с изысканным искусством. Лучшие из этих книг занимали выставочное пространство ингушского писателя Исыка Дзоева. Он представил широкой публике новый шедевр – автобиографический роман «Сага о железном кулаке», на страницах которого ценитель родной литературы узнает о жизненном пути одного из ярких представителей ингушского народа. А вот что говорит сам мастер пера об идее проведения подобного мероприятия. Эта выставочная ярмарка организована в рамках реализации грантов президента Российской Федерации и охватывает все сферы декоративно-прикладного искусства и не только. В этом творческом многоголосии рождается интересный диалог об истории народа, самосознании и будущем Родины. Людям важно увидеть друг друга, и выставка здесь лучший инструмент. Самое главное – это культурная пища. Самое главное, мы засиделись дома ввиду определенных обстоятельств. Я думаю, что нам нужно не только приобщаться к культуре более таким частым образом, но нам нужно говорить друг с другом. Нам нужно знать в лицо своих героев. Вот сегодня присутствует народный писатель Республики Исаак Дзоев, Якуб Патиев, Руслан Паров, Руслан Бузуртанов. Их очень много. И самое главное, у человека, у посетителя ярмарки, который пришел, купил какую-нибудь книгу, здесь есть возможность непосредственно у самого автора пообщаться, задать интересующие вопросы. Это событие останется в памяти всех участников выставки и ее посетителей надолго. А представленные работы войдут в основную коллекцию последних 2 десятилетий, к активному формированию которой приступило Ингушское историко-географическое общество Дзурдзуки. Харон Аздоев, Адам Далаков, Новости 24. Осторожно, открытая яма, причем канализационная. Не шутка, а реальный факт. Ходить по улицам городов региона становится опаснее. Бдительность стоит проявлять, особенно в темное время суток. Канализационные люки пользуются большим спросом среди столичных воришек. Краденые крышки сдают на металлолом, не задумываясь о последствиях. За незначительную выручку в несколько сотен рублей они ставят под угрозу здоровье жителей. Как борются с воровством в Магасе и Назране, выясняла наша съемочная группа. Открытый люк для кого-то может обернуться поврежденным автомобилем, для других – травмой. Правда, любителей легкой наживы это не останавливает, и чаще всего в такую ловушку попадают водители. Муса Аушев, к примеру, уверен, что если бы не знал, где находятся все эти зияющие овраги, то сам давно бы в них угодил. ماشين جوه يو سقلو زي قدشر ير حدا قدامه لو سقبي تصير هم دتات شو إيش شندير مو هم ده Такие последствия из-за хищения крышек и решеток ливневой канализации предприимчивыми бизнесменами в сети масса. Абдул-Азид даже стал свидетелем подобных махинаций. С бабушкой и с папой ехали через стройку. Мы там увидели, что там кто-то люки ворует. Когда мы начали ехать в их сторону, они убежали быстро. Папа сказал, что это плохо и так делать нельзя. Не избежали таких крашей в столице региона. Дверцы от люков не продержались тут и нескольких дней. Неравнодушные жители сразу сообщают в местную администрацию, где в очередной раз люк оставили без крышки. О том, что хищение является уголовным преступлением, напоминать вряд ли кому-то нужно. Нарушителей привлекают к ответственности, но это мало кого останавливает в новых кражах. Мы не раз устраивали с участием участковых полномочий рейдовые мероприятия по взысканию этих люков. То есть эти люки, они чугунные. На переплавку, естественно, здесь это невозможно. Их сдают, и те перепродаются как бэушные. Вот такова история этих люков. И с участием еще участковых, и каждый год это проводится,
мы отыскиваем эти люки. То есть на вопрос у закупщика, это согласно законодательству, конечно, ГОВД осуществляет подобное, откуда они есть, эти люки у него не может ответить, ГОВД эти люки забирает обратно. Как сообщают в местной администрации, ежегодно на покупку новых канализационных люков из городского бюджета выделяют до 200 тысяч рублей. Воруют решетки и крышки чаще всего в ночное время или же в безлюдных местах. А как часто воруют? В последнее время уже меньше. С чем это связано? Ну, с тем, что уже закупщики не принимают их у них. Как я ранее сказал, если рейдовые мероприятия, которые проводятся ГОВД и участковыми, уже их заставляют или к уму-разуму приводят к тому, чтобы их не закупать. Эти чугунные люки именно. А не чугунные, они и не воруются. Ворованные крышки люков сдают в пункты приема металла ради пары сотен рублей, а где-то цена вопроса может доходить и до 1000. Местные власти отмечают, чтобы эффективно бороться с вандализмом, необходимы изменения на законодательном уровне. Как пример, лишать лицензий пункты приема металла за грубые нарушения. Ведь в отдельных случаях наказанию подвергаются только сдатчики. Приемщики же просто остаются в стороне. Хава Газикова, Магомед Белакиев, Магомед Даскиев. Новости 24. На 83-м году жизни ушел из жизни олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий. Заслуженный мастер спорта СССР и России. Легенда мирового спорта, был сильной личностью, олицетворяющей собой спортивную борьбу России. Призер большого количества международных турниров и соревнований. По завершении карьеры он продолжил работу в сфере спортивной борьбы. Александр также был почетным гостем на многих турнирах в нашей республике. Создавать красоту своими руками учили на мастер-классе по флористике, который прошел в ДК Зязиков-Юрта. Участники оттачивают навыки создания шедевров, цветочных композиций, которые не оставят равнодушным никого. В этом им помогает наставник Аскер Атабиев, флорист, декоратор из Кабардино-Балкарии. Наш корреспондент Хава Газикова наблюдала за творческим процессом. Один из самых красивых, но самых недолговечных видов искусства. Создавая композицию из растений, цветочный дизайнер подробно рассказывает обо всех тонкостях своего творчества, а также делится наработанным опытом. Последние года 3 вообще флористика начала ломать все стереотипы, все правила колористики, формы. То есть все, что там базовое давалось в школах, сейчас полностью рушится. А наткнулся на такого интересного гостя из Кабардино-Балкарии руководство Дома культуры в соцсетях. По словам Тамары Чинеевой, увидев работы флориста, она даже вначале подозревала, что это вовсе не его рук творения. Мне так понравились его работы, вот эти букеты из сухоцветов, из живых цветов, что я сначала даже подозревала, что там фотошоп где-то есть, но пообщавшись, познакомившись, когда он объяснил, что там никакого фотошопа, что это реальные работы, я, естественно же, немедля пригласила его. Отличного телохранителя до декоратора. Аскер Атабиев – первый мужчина-флорист на Северном Кавказе. Признается, о подобном призвании никогда не задумывался. Заинтересовался флористикой неожиданно для себя, когда искал подработку в Москве. Изначально для выживания, потом для удовольствия. Да? Но я, начиная композицию, никогда в жизни практически не знаю. Если это не конкретный заказ, я не знаю, какой будет конец. То есть в процессе создания композиции я могу несколько раз ее разобрать, собрать, поменять форму, состав. Среди присутствующих нет профессиональных флористов. Зрители наблюдают с нескрываемым интересом. Задают вопросы и расспрашивают о нюансах создания цветочных композиций. Мастер-класс мне очень понравился, конечно, впечатления самые яркие, самые теплые. Я вообще в восторге, честно говоря. Я восхищена той композицией, которую делает Аскер. Такой мастер-класс проходит в республике впервые, но, как уверяет руководство Дома культуры, увидев такой интерес у присутствующих, организаторы обязались проводить творческие встречи как можно чаще. Хава Газикова, Магомед Дидигов, Новости 24. «Вечная память у вечного огня» – это название некоторых работ, представленных сегодня в Государственном музее изобразительных искусств в Карабулаке. Там подводили итоги конкурса детского рисунка «Мой прадед-победитель». Он проводился в рамках празднования Года памяти и славы в честь юбилея 75-летия Победы в Великой Отечественной. Юным участникам посредством пера и красок предстояло передать тяжкие дни суровой войны. Сюжет Тамары Хашагульговой.
Для Ильшат Нажуновой это по-настоящему волнительный момент. Еще бы, ведь это ее первое участие и первая победа в творческом состязании «У вечного огня». Именно так называется работа, над которой девочка трудилась несколько дней. У нас версия была, чтобы дедушка читал книгу детям, своим внукам про войну. Я не думала, что я первое место займу. Я очень рада. Спасибо большое. Ильшат третий год занимается рисованием в художественной школе под руководством Раисы Гордановой. Педагог за 12 лет работы успела выпустить не одну плеяду художественно одаренных ребят, которые побеждали в различных конкурсах. Однако каждый раз как первой признается женщина. Приятно осознавать, что твои усилия, твой труд не пропадают даром. Очень приятно, конечно, приятно, что девочка моя первое место взяла. Даже если бы это не взяли бы никакого места, было бы приятно за то, что они участвуют уже. Она сама старается, очень старательная. Любознательная, интересно любые темы. Участвуют сегодня не только победителей и их наставников. Без внимания остальных участников, а это 25 человек из всех художественных школ республики, тоже не оставили. Почетные дипломы участников и брошюры с работами в память о конкурсе. Хава Амхадова в этот раз не смогла отличиться призовым местом, но ничуть не расстраивается. Ведь своим участием она, можно сказать, отдала дань памяти воевавшим в роковые и сороковые. Свою работу девочка символично назвала «Вечная память». Мы когда узнали об этом конкурсе, мы начали думать, что мы будем именно рисовать. Потом мой учитель предложил нарисовать именно вот этот вечный огонь, статую и все это. Я решила, что будет более интереснее, если там будет стоять девочка. Ассоциируется со мной, имеется в виду. «Мой прадед-победитель» — конкурс, инициированный Музеем изобразительных искусств, стартовал еще в начале весны. Участвовать в нем могли воспитанники художественных школ от 10 до 15 лет. Мастерство исполнения, раскрытие темы, выразительность, цветовое решение, оригинальность и даже настроение. Жюри оценивало работы по 5-бальной шкале. Ребята справились со своей задачей, поставленной перед ними, очень хорошо, замечательно. По итогам конкурса получили призовые места 3 ученика. Это не первый и не последний конкурс, посвященный Великой Победе. В планах у музея нарастить работу в этом русле, чтобы укрепить чувство патриотизма в подрастающем поколении. Тамара Хашагульгова, Маирбек Миржоев, Новости 24. Брассом, баттерфляем или кроссом в Джайравском районе проходят тренировочные сборы российских пловцов. Арымхи идеально подходит для подготовки спортсменов. Свежий горный воздух, прекрасные пейзажи и благоприятный климат. Восстанавливаются не только силы, но и душевное равновесие. Подающие надежды пловцы оттачивают различные упражнения, укрепляя выносливость. За тренировкой наблюдал наш корреспондент. По свистку судьи пловцы ныряют в бассейн. В воде они подобны дельфинам. Каждый из них стремится установить свой личный рекорд по времени. Лучший результат на дистанцию 200 метров показал Дмитрий Веревкин. Он уложился в 29,5 секунды. Ему 15 лет, 9 из которых он занимается спринтом в воде. Впервые в курортную зону Арымхи приехал в прошлом году и остался доволен показателями после недельной тренировки. В этом году группа из более 20 человек приехала уже на месяц. Занятия в горах – это отличная тренировка для легких и для выносливости, потому что приеду я в Москву и после гор, и станет намного проще плавать. Выносливость увеличу. Нам дают задания по 25 метров проныром, по 50. И я чувствую разницу, то есть намного тяжелее здесь, вот. Но мы тренируемся, да, вот, чтобы стать еще лучше, быстрее, сильнее. Вместе с Дмитрием на сбор приехала и Катя Быкова. За 3 года тренировок она выступала на разных соревнованиях, где показывала неплохие результаты. В прошлом году она смогла занять в юношеских соревнованиях 1-е место. Этот год стал для многих спортсменов замороженным из-за эпидситуации. Узнав о поездке в Горную Ингушетию, сразу же записалась, чтобы набрать форму. Я очень обрадовалась, потому что я тут уже была, мне очень понравилось. Тут все-таки горы, свежий воздух и условия очень хорошие.
Два бассейна, которые расположены на высоте около 1500 метров над уровнем моря, уже полюбились спортсменам, как и сам курортный комплекс Арымхе. Если 4 года назад зону посещала лишь одна группа, то сегодня бассейны делят между собой около 10 групп. А это более 100 человек из разных уголков России. Цифра сдержанная из-за пандемии, желающих было намного больше. К примеру, астраханцы не смогли приехать на тренировку в этом году. Якутия, Саратов, Москва и Краснодар. Ежегодно здесь собираются лучшие спортсмены со всей страны. Чемпион мира по плаванию Никита Коновалов от этого места в восторге. Место очень красивое. Я считаю, что горы вообще полезны в плане даже чистой воды, чистых продуктов. Особенно я наслышан, что в Ингушетии животных не кормят антибиотиками, мясо более чистое, особенно для детей это полезно. И в принципе подготовка в горах, она полезна тем, что можно выполнять в 2 раза меньше нагрузки и получать тот же самый эффект, что на равнине. Также с воспитанниками посетила Ингушетию и Екатерина Виноградова, которая в 2000 году выступала на Олимпийских играх под фамилией Никанорова. Она признается, что секрет успеха ее многолетней карьеры – это именно тренировка в высокогорных бассейнах. Все сейчас совсем по-другому, и детей мы привозим на сборы для того, чтобы они дышали свежим воздухом, для того, чтобы они находились в замкнутом микроклимате и полный цикл тренировок проходили дружно, с чередуя отдых, тренировки, походы в горы. Это благотворно влияет и на здоровье. В общем, есть бассейн, попасть в который стремятся со всей страны, есть уникальная природа и кристально чистый целебный воздух, есть успешные спортсмены, с которых стоит брать пример. И есть масса молодых крепких ребят, которые в состоянии достичь больших высот в этом виде спорта. Ждем ярких выступлений и громких побед на соревнованиях всероссийского уровня. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Магомед Шаухалов, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале.